Вы смотрите актуальное интервью в студии Даяна Федорова. Здравствуйте. В Якутске состоится знаковое событие для институтов гражданского общества – гражданский форум, который пройдет на 5 площадках. Сегодня у нас в студии Анжелика Андреева, руководитель аппарата Общественной палаты республики, председатель Союза женщин Якутии. Анжелика Егоровна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о подготовке к форуму, кто будет представлен на нем и какие ключевые вопросы планируется обсудить. Гражданский форум мы проводим один раз в год обязательно. И у нас члены общественной палаты, их 66 человек на общественных началах, они постоянно общаются с гражданами республики, и мы вырабатываем именно какие вопросы актуальные надо ставить на следующем гражданском форуме. И в этом году мы обозначили 5 основных тем, где граждане могут прийти, спокойно обсудить. Это 5 площадок внутри гражданского форума. Первая площадка – это эстафета поколений, духовность, мужество, ответственность. Это понятно уже, патриотическое воспитание и преемственность поколений в патриотическом воспитании. Данную, площадку проведет Лукина Василина Павловна. Она у нас является председателем комиссии по патриотическому воспитанию. И пройдет эта площадка на Ленина 1, это высшая школа инновационного менеджмента на площадке. И вторая площадка – это поддержка участников и ветеранов специальной военной операции, их семей, государством и обществом поддержка. Эту площадку у нас проведет Лютый Валерий Алексеевич, он также является у нас заместителем председателя общественной палаты. Тоже приглашаем всех активно на эту площадку обсудить те проблемы, которые существуют на сегодняшний день. И у нас будет гость Бочаров Вячеслав Алексеевич, он член палаты Общественной палаты Российской Федерации, заместитель председателя Общественной палаты Российской Федерации и является героем России. И также он является президентом благотворительного фонда помощи военнослужащим и участникам боевых действий «Солдаты 21 века против войн». И будет такой у нас большой гость, именно мы хотим от него, наверное, больше услышать по обмену опытом с другими регионами, как они работают в этом направлении. Третья площадка – это многопоколенная семья, традиции и ценность жизни. Но это понятно, у нас сохранение культурных и семейных традиций в нашей республике. Данную площадку у нас проведет Ефремова Лена Павловна, она является председателем комиссии по социальной политике. Тоже приглашаем всех принять активное участие в Дом дружбы народов имени Кулаковского. Четвертая площадка – это роль общественных инициатив в решении социально значимых вопросов, существующих в Республике Саха-Якутия. Здесь у нас будут обмениваться опытом наши районы, общественные советы районов. Приглашаем всех также активно. Данную площадку будет вести Оганерова Гульжан. Она у нас является заместителем председателя общественной палаты. Тоже всех приглашаем. Данная площадка пройдет в точке кипения на Ленина 1. И также самое тоже актуальное, это 5-я наша площадка, вопрос о реализации федерального закона. Вы все, наверное, прекрасно знаете, да, 33-го, об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти в Республике Саха-Якутия. Здесь тоже примут участие очень много желающих, которые приедут с районов республики. Все-таки закон новый, мы его обсуждали, и приглашаем также всех обсудить. И проведет эту данную площадку Кистенев Анатолий Ефимович, председатель комиссии по местному самоуправлению. И, конечно же, состоится пленарное заседание, итоговое в этот же день, 10 сентября, там же в Доме дружбы народов Кулаковского, уже с 2 часов. Гражданское общество, консолидация во имя победы. Действительно, обширная программа запланирована. Важно отметить, что гражданский форум – это прежде всего площадка для диалога. Так что, по вашему мнению, скажите, какие конкретные предложения или наработки могут стать результатом работы форума в этом году? Ежегодно по итогам гражданского форума мы принимаем резолюцию. В резолюцию входят предложения со всех площадок. Все те предложения, которые будут вносить граждане, мы включаем в резолюцию. И данная резолюция уже будет принята на пленарном заседании, и мы отслеживаем ежегодно, что сделано по данной резолюции. И это говорит о том, что сегодня беспокоит общество, что сегодня беспокоит население. И, конечно же, нашу резолюцию мы передаем в органы государственной власти для решения насущных вопросов.
Какие наиболее острые проблемы в различных сферах сейчас стоят перед жителями республики и как Общественная палата республики планирует их решить? Сейчас очень много вопросов поднимаются населением республики, и, конечно же, граждане приходят к нам, в Общественную палату нашей республики. В последнее время хочу отметить очень много вопросов по садово-огородническим товариществам, по земельным вопросам вот стали граждане ставить. У нас город Якутск расширяется, очень большой, да, практически скоро, наверное, половина населения нашей республики будут жить в столице. И поэтому очень много таких вопросов. Много вопросов по дорогам, по жилищно-коммунальному хозяйству. Мы обсуждаем очень актуальные вопросы. Помните, недавно было вот по переправе тоже были вопросы, когда или доход, и вот в летнее время недавно было. И вот эти все, которые актуальные вопросы поднимаются обществом, мы обсуждаем на Общественной палате. И, пожалуйста, приходите, обращайтесь, мы постараемся совместно с органами государственной власти решать эти вопросы. А скажите, пожалуйста, как Общественная палата взаимодействует с профильными министерствами, ведомствами по вопросам входящим? Вот как раз органы государственной власти у нас тоже по федеральному закону и об Общественной палате, и о их законах, да, об органах государственной власти, любое министерство должен иметь общественный совет. И сегодня мы очень активно работаем с 23 органами, да, государственной власти, которые у себя создали общественные советы. И вот, пользуясь случаем, хочу поблагодарить. Очень активно у нас работает общественный совет при Министерстве транспорта. У нас очень хорошо работает общественный совет при Министерстве образования, Министерстве здравоохранения. И вот когда тоже какие-то вопросы непосредственно проблемные поднимаются, собираются сначала общественным советом органов госвласти. Если действительно они не могут решить этот вопрос, то мы уже встречаемся на площадке Общественной палаты республики. Анжелика Егоровна, я знаю, что вы возглавляете Союз женщин в Якутии. В этом году общественность отметила также важную дату, это столетие женского движения в республике. Расскажите немного, пожалуйста, об этом пути. Ну, это у нас очень традиционная дата, я думаю, для всех женщин республики. Особенно мы это отметили, когда в марте собирались. И на форуме я тоже думаю, что мы обсудим вот на площадке, где о многопоколенной семье. И мы сейчас совместно с нашими активистками готовим небольшой буклет. Буклет, посвященный вот, столетию женского движения Якутии и о настоящих общественницах, которые сегодня тоже вносят свой общественный вклад. И, пользуясь случаем, тоже хочу выразить благодарность Северо-Восточному федеральному университету, лично Евгении Савельевне Михайловой, Альбине Прокопьевне Черепановой, Нинель Васильевне Малышевой за подготовку вот данного, можно сказать, даже исторического буклета. И мы обязательно его распространим по всем библиотекам нашей республики. Союз женщин Якутии также активно участвует в жизни республики. Как сейчас ведется работа по вовлечению женщин в общественную жизнь? Общественная деятельность, она всегда, конечно же, была на женских плечах, потому что женщина, она более социализирована. И, конечно, сейчас в основном все женщины работают по поддержке специальной военной операции в нашей республике. В основном это общественницы, которые плетут сети, шьют шевроны, собирают помощь. И хочу выразить им огромную благодарность, потому что буквально недавно мы ездили тоже в Актемцы, в Николаев-центре, мы собирались, вот женщины-общественницы, приехало более 6 районов республики, и они рассказали очень значимые, социально значимые проекты, как они работают с населением, с детьми. И они сказали очень хороший девиз нас у Союза женских организаций на настоящий момент. Это «Женщины Якутии – надежный тыл страны». В такое сложное для страны время мы все объединяемся и реализуем очень важный социальный проект. А если рассматривать более узко, какую работу Союз женщин проводит по районам республики? По районам республики у нас советы женщин созданы. Они на сегодняшний день также работают практически
как все общественники, это взаимодействие населения и власти. Допустим, если существует какая-то проблема, допустим, в семьях, они это вместе решают с местными депутатами или с улусной администрацией, решают ту или иную проблему. И, конечно же, очень много они работают в направлении образования, здравоохранения. Очень много вопросов каждый день поступает, и вот мы совместно стараемся это все решать. Приведите, пожалуйста, примеры, да, какие вопросы все-таки решаются в Союзе? Решаются? Да. Ну, допустим, поступление в общежитие. Вот сегодня поступил вопрос, да. Потом поступление семей участников СВО в образовательные учреждения, какие есть льготы. Было предложение, почему нету льгот для женщин, которые женам, именно для поступления. Есть же самому участнику, да, льгота на образовательной при поступлении детям, а вот именно жене нету. И вот мамочки, они ставили такие вопросы, можно ли в законе это предусмотреть. Действительно, очень много вопросов, да, рассматривается Союзом. Ну и, конечно же, я благодарю вас за исчерпывающую информацию. Успехов вам в организации гражданского форума. Уверена, он пройдет на наивысшем уровне. И спасибо, что были гостем у нас в студии. Да, вам большое спасибо. Вы смотрели актуальное интервью. До встречи.